Туда была просто довольно такая стежка зарослая уже, рыбаки ходили до берега. Вот, и довелося робити переправу. Ось на це і пішов час. А я тут книжку подиктував, де товаришем, поэму. Але на кульки ж тут все порубано. Я прошу прощения, не собиралась выступать на сегодняшнем фесте, но я здесь первый раз, а до этого приезжал сюда мой муж, может быть кто-то его помнит, Виктор Крес. Он умер 2 года назад, и после его смерти я написала такой небольшой рассказ про эти места, вернее про деревню Сутин. Вот. Ну, я прошу вас послушать. Он не очень маленький, но небольшой. За оградой прямо на могиле росли подосиновики. Рыжие шляпки виднелись там и сям по всему кладбищу. Кладбище находилось посредине векового леса и носило странное название – Серафим. Здесь были похоронены предки моего мужа. И каждый год, 13 июня, на день Святого Антония, под вековыми дубами и соснами, католический священник из Мариной Горки служил праздничную мессу. Давным-давно, еще до всех войн и революций, неподалеку от кладбища стоял костел и дом священника. И население ближайшей деревни Сутин, которое было преимущественно католического вероисповедания, исправно посещало богослужение. Вот и сейчас на небольшом холме, который один и напоминал о бывшем костеле, собралось человек 100 разного возраста, от грудных детей до глубоких стариков, связанных между собой верой, кровью, местом рождения. Несмотря на то, что мой муж родился в Минске, с Сутиным у него была очень тесная духовная связь. Каждое лето своего детства он проводил здесь у своих родственников. Его мать была родом отсюда, урожденная Понятовская, и голос крови никогда не умолкал в нем, звал. И сейчас мы, взявшись за руки, стояли в толпе соотечественников на месте старого разрушенного костела, в котором крестили, венчали и отпевали предков моего мужа на протяжении столетий. Я приехала на Серафим впервые. Все было новое, необычно для меня. И лесное кладбище, и католическая служба, и люди, чем-то неуловимо отличающиеся от минчан. Их духовная связь была заметна в разговорах, поступках, отношениях. Вот 2 взрослых сыновей стоят по обе стороны старой женщины, сгорбившейся на стуле. Стоять и ходить она уже не может. И дети принесли ее сюда на руках. Усадили на стул под соснами, чтобы она смогла присутствовать на службе, а после исповедаться и причаститься. Неподалеку многочисленное шумное семейство, по всей видимости, несколько поколений. Самая младшая в белом кружевном чепчике, в воздушном платьице, выседает у отца на руках, машет пухлыми ручками, что-то лепечет, и вся семья взирает на нее с обожанием и гордостью. Сегодня первое в ее жизни причастие. Пестрая стайка молодых девчат этим все в смех, блестят зубами, стреляют глазами по сторонам в поисках знакомых и сверстников. Женщины расстилают рушники, расставляют цветы, священник зажигает свечи, открывает Библию, и под вековыми деревьями начинается древнее таинство. Разговоры стихают, толпа перестает быть толпой и становится богомольцами. Люди молят Господа о прощении и спасении. После службы приходит время освящения могил. Все расходятся по кладбищу, могилы убраны и украшены цветами заранее. Мы с мужем тоже терпеливо ожидаем своей очереди у ограды, за которой похоронены его предки. Рыжие подосиновики нахально лезут в глаза, и я удивленно таращусь на них, поражаясь несоответствию предмета и места. Священник окропляет святой водой могилы, а заодно и рыжие шляпки, и начинает читать молитву. «Отче наш, который есть в небе», звучит под старыми соснами его голос, и мы присоединяемся к молитве за всех наших ушедших родственников. Я путаюсь в польских словах, язык не слушается, надо бы перейти на русский, но как-то неловко. Закончив читать, ксенц укоризненно взглядывает на меня. Треба ведать молитвы. Я православная, пытаюсь оправдаться я. Треба было читать на российской мове. Пан Бог все разумеет, отвечает он и идет дальше, к следующим захоронениям. А мы направляемся к машине. Мужу не терпится познакомить меня с Сутиным, показать любимые места своего детства, дом, в котором он жил каждое лето. Наш путь пересекает речка с нежным названием Таля. Речка оправдывает свое имя. Она тихо и уютно течет среди живописных лугов. Прозрачная вода неторопливо колышет водоросли и кувшинки на ее поверхности.
И только весной, в половодье, тело реки темнеет, вспухает талыми водами. Она выходит из берегов и стремительно несется к Свислочам. Но через месяц успокаивается, возвращается в свои берега и опять неторопливо журчит пронизанная солнцем вода. Сонно колышутся кувшинки, летают стрекозы. Глядя на нее, невозможно поверить, что когда-то эта река была судоходной. Справа от дороги появляется указатель «Сутин». Деревня очень большая, почти в центре ее, на перекрестке дорог, лежит огромный камень-валун. На этом месте до войны стоял дом прадеда Понятовского. И сейчас еще недалеко от валуна, вросшие в землю, кое-где виднеются камни фундамента старого дома. Я дотрагиваюсь пальцами до камня великана. Его бока теплые, как будто он живой. «Сколько тебе лет? Что ты видел на своем веку?» — мысленно спрашиваю я. Молчит валун. Надежно хранит память тысячелетий. Если бы камни могли говорить. Мы направляемся в противоположный конец деревни. Там стоит дом деда Игната по прозвищу Калятан. Его жена приходила с родной сестрой деду моего мужа, который погиб на фронте в 44-м, оставив сиротами 3 детей. Их мать умерла от туберкулеза на год раньше. Дом деда Игната, самый крайний в деревне, стоит особняком. Раньше лес подходил к самому его забору, а леса вокруг Сутина огромные, дремучие, заблудиться ничего не стоит. Частенько заблудившиеся гребеньки выходили из леса в темноте, стучались в окно, просились на ночлег. Дед Игнат никогда никому не отказывал. Кружка парного молока и краюха хлеба всегда были приготовлены для усталого путника. А еще держал дед Игнат грибоварню. Деревянное строение с огромными чугунными котлами сейчас стоит во дворе, недалеко от дороги. Излишки грибов сдавались грибниками на этот приемный пункт, и дед варил боровики и лисички в котлах, ловко орудуя деревянной лопатой, напоминая при этом колдуна, помешивающего таинственное зелье. Именно в этом доме и прошло детство моего мужа. Сейчас дом стоит пустой, сюда редко кто заезжает. Дед Игнат умер пару лет назад, его жена покинула этот мир еще раньше. Мы открываем скрипучие двери и словно попадаем в другое время, как будто хозяева вышли на минуту и сейчас вернутся. В углу стоит прялка, на ней кудель ждет рук хозяйки. У печи ухватка, черга, чугунники замерли в ожидании своего часа. На подоконнике керосиновая лампа в полной готовности. С деревни часто подводит электричество. Опустевшая конюшня и хлев не хотят сдаваться. Там все еще лежит сено, стоят вилы и лопаты. И пустая будка с цепью, на конце которой никто не сидит. Мы приносим жизнь в это замершее царство. Включаем свет, хлопаем дверями, растапливаем печь. И дом просыпается, тянется к нам навстречу всеми своими окнами, скрипит пружинами кровати, звенит посудой, всячески демонстрируя свое к нам расположение. Только не уезжайте, не оставляйте меня одного. И мы решаем остаться с ночлегом. А рано поутру сходить в лес за грибами. Муж знает сутинские леса как свои 5 пальцев. Мне с ним ничего не страшно, я верю ему безоговорочно. Он сын этих лесов, лугов, болот и рек, а я гость. И мне нравится все, и коровы, неторопливо бредущие домой мимо нашего дома, и аисты, пролетающие над нами, и даже мухоморы, растущие через дорогу в небольшом леске. Цивилизации нет, оторванность от общества, от информации, телевизор не работает, радио не включаем, испытания тишины. В сумерках муж признается, что самый страшный сон в его жизни, почти кошмар, был о том, что за околицей Сутина выросли многоэтажки. В это действительно не хочется верить. Хочется сохранить девственность этого уголка Беларуси, возможность возвращаться в эти места, где время течет медленно и неторопливо, как воды речки Таи. Погружаясь в другое временное измерение, свет решаем не зажигать. Керосиновая лампа пришлась как нельзя кстати. Тьма приближается со всех сторон, и только круг света от лампы отсекает нас от неизвестности за окном. Мы сидим за столом, взявшись за руки, как никогда остро ощущая близость друг друга и изолированность от всего остального мира. В окно раздается осторожный стук, и чье-то лицо белеет в темноте. Губы шевелятся. «Господары, пустите переночевать, заблудился зненацку». Муж берет лампу и идет открывать дверь. В этом доме путникам не отказывают. А я сижу в темноте и тишине, слушаю, как в пространстве и времени поворачиваются стрелки космических часов на долю секунды, и вспоминаю Блок. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был слабый, и луч был тонок, и только высокого царских прав, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет
Спасибо вам. У 2013 году сюда приехал Виктор Крес. Помните, он нам рассказывал про сучинскую шляхту. И он написал, хотя по специальности был инженер, але цікавився своим родоводом. Написал великие два доследования про своих продков, про скиндеров и про понятовских. Можете их, коли кто цікавится, яны ёсць на нашем сайте, Калька.Инфо, можно поглядеть. И шмат артикулов про сучин. В архивах он нашел документы, вот, например, про там, як землю раздавали после повстания 1863 года, один из сапожных артикулов. Я перечитала перед фестом, и там много, нават можно сказать, что открытий есть, які тычацца нашей мясцовасці. Вось, например, такой факт, и он там в этом артикуле приводит, к якому он пришел. Я погодилась. У нас легенда такая, что быццам бы Сутин походит от имени еврея Шлемки, Сутина, который тут распрацовывал лес. Но так не может быть, потому что в 16 стагоддзі Сутин уже был, у сярэдзіне 16 стагоддзя. А яўрэі яшчэ ў той час не мелі прозвішчаў. То есть они жили своими кагалами и не могли дать мясцовасці эту назву. Вёска Сутин уже в 16 стагоддзі была. А яўрэям стали давать прозвішчы только у часы царской империи, ну, в конце 18 стагоддзя, початку 19, для того, чтобы из их податки брать, им давали часто имены по местам, где они, например, жили, лесораспрацоўкамі занимались. Вот. И вот гэтыя Сутины, у тым ліку, которых славутый мастак, он нашел, Виктор Крес нашел документы про одного из таких яўрэяў, Бедка Сутин, який был связан с нашей мясцовасцю. Он пуховицкий яўрэй. И он был так само покараны за садзенне паўстанцам, але потым разбагацеў. Ён не ў Сібір быў сасланы, а быў так покараны там арыштанцкай ротай на некаторы час. И потом ён у Сибири не был, разбогател и стал вот уладальником гостиницы Гарни, которая насупроть, теперь эта улица называется Комсомольская. Да, Комсомольская, чи интернациональная. Насупроть кинотеатра Победа. Вот гэтай гостиницы Гарни володаў гэты Берка Сутин. А ягоным сваяком был вось той Хаим Сутин, які приехал до яго бедной сям'і, бедной Сасмелович, и гэты сваяк Берка Сутин дал ему працу ретушора. На гэтай вуліцы таксама была фотомайстэрня. Вось. Яны былі сваякі, то есть, бачыце, наш Сутин дал назву гэтым славутым яўрэям. Какой назва Сутин-то, если нет? Невядома, невядома. Назва Сутин увогуле рэдкая, нідзе таких назваў немає. Это в Усходней Европе она один. Жили. Вот. Такую фамилию брали. Наталя, Ага. але прозвище были уже Абрамович, например, в 16 Один вариант был. Ну это те, кто Фотографии. хрестилися. Фамилия. Те, хто хрестилися. Сябры, мене занесла, Ні, а короче. про- Зараз пробачте. буде виступати син Віктора Креса і Алена, яка тільки що виступала, Змітер Крес. Я мало про його ведаю, но ведаю, що він поет, він пише вірші і він урач. В Вершиню до нас приїхали Алена і Змітер Крес. Дима, пробачь одну ремарку. Как раз. Сутин, околица Сутин,
и она была шляхетской. Габреев тут не было. Габреи жили у другим боке, а околица Сутин с Габреями немало ничего. Ні, були євреї. Пробачьте, околица Сутин была позашляхтой католической, а Габреи жили ближе до Тальцы. Это мой дядька. Это історичний факт. Я брат Віктора Креса, Сергій Крес, який був разом з ним і добре відає його працю над усіми цими Мы с Абрамовым питаннями. приехали великим семейным каналом, и великий дякую за запрошение с подарками Натальи, потому что на самом деле это великий гонор нам тут быть, выступать, потому что упершиню наш батька Віктор Крес, на жаль, покойный, и он в 2013 году приехал сюда, так само выступал тут с промовой, и так, и он цікавився родным краем, и он цікавився гэтымі ваколіцамі, тому що ми маємо непосредне дачыненне да іх з двух бакоў. Першая прычына, першае дачыненне гэта тое, што згаданая вёска Суцін, адкуль паходзяць нашы сваякі, адкуль паходзяць нашы продкі, моя бабуля і маці майго бацькі Марыя, яе прозвішча было Панятоўская. Вось. І гэта тыя панятоўскія, якія жылі якраз у Суціні, яна нарадзілася ў гэтай вёсцы. Тут было вялікае сваяцкае кола нашай бабулі, і яна ўвогуле паходзіла з такой знакамітай сям'і, ну, з пункту гледжання прозвішчаў, бацька бабулі Панятоўскі, а маці Скіндер. Гэта такія два шляхетныя роды, якія паядналіся. Безумоўна, гэта была ўжо засцянковая шляхта, якая не мела нейкай вялікай уласнасці, якая не мела там нейкіх, ну, не ведаю, вялікіх уладанняў, яны жылі як звычайныя сяляне, але ўсё ж такі яны памяталі пра свае карані, пра сваё шляхецкае паходжанне, і гэта, безумоўна, зараз гонар і нашай сям'і таксама. Бацька ўсё гэта даследаваў, хутчэй за ўсё ён пра гэта і прамаўляў, хаця на вялікі жаль нас тут не было, калі ён быў тут. Ну і гэтая прыемнасць пакалення, што ён быў раней тут, зараз мы тут, мы працягваем яго справу, усе ягоныя напрацоўкі, яны захоўваюцца у нас дома, мы паціху гэты архіў разбіраем, і, ну, напэўна, штосьці з гэтага яшчэ будзе, потому што тое, што ён зрабіў, гэта не канчатковая кропка, гэта ўсё можна працягваць, і дзякуй Богу, што гэта такая справа, якая можа на шэраг пакаленняў проста разбіцца і хопіць на ўсіх. Што тычыцца мяне, ну, я паэт, ну, гэта так, з нацяжкай можна сказаць, канешне, вельмі такі пачатковец, як паэт. Вы пачулі маю маці, і для мяне таксама было адкрыццём яе пачуць тут, таму што, ну, у нас гэта як сямейная справа, у нас усе ў сям'і хтосьці нечым займаецца, і гэта і культурная нейкія набыткі, літаратурная. Вось моя маці апантанная літаратарка таксама, яна складае такія цудоўныя апавяданні. Унутры нашай сям'і мы пра ўсё гэта ведаем, але зараз вось на публіцы гэта было адкрыццём, паслухаць яе, нас насамрэч піша вельмі крута маці, гэта я табе зараз кажу, таму што я як сын просто так, там я ніколі гэта маці не казала толькі пра вас, але ну зараз я пранікнуўся. Што ёсць у мяне для вас? Ну, пару вершыкаў я з задавальненнем прачытаю. Яшчэ раз вялікі дзякуй за запросіны, што я тут і маю магчымасць пред вами гэта прадставіць. На сваю ўласную памяць ужо не пакладаюся, таму што, нягледзячы на свой малады ўзрост, яна бывае дае хібы. Верш з такой высокай пранікнёнай назвай «Пророк», напэўна, будзе пра тое, як мы да вас сюды ехалі. Ну, карацей, слухайце, калі што, дык можаце перабіваць. Іду белай сцежкай, с углінкам чырвоным, замшэлай пуцінай быў зблытаным сне. Палі, пералескі, сялібы, загоны. Іду як сваёй па чужой старане. На крок адгукаюцца клікам саколы, галлё адгінаецца прэшкі з вачэй. Я бачу далёка, дзе ўкленчваюць горы, знімаецца замчышча, далее вышэй. Не чуючы цяжару ў лытках здранцвелых, зацерцем кну камні бясконцай вярсты. Адхон аддзяляе астатні ад мэты, шнурок перасыпанай, крушняй зямлі. Чуваць ледзь рака дзесь схавана ад зроку, падвалам крутым, між кушчоў быдля. Не рушую з месца, ціпую ў потай, ці ўмоўны не блісне агеньчык здаля. Паветра холоднае сходзіць туманам, у змрочную купель астылых нізін, скрозь ціха і пуста, здаецца падманом.
присутність живого у краї нямим. Няўжо памыліўся, мой шлях на зыходзе, як быў выпраўляўся я і тут сам, адзін, ці мне бракавала вышэйшая волі, шчаслівую выбраць між соцень пуцін. Руіна маўчанкай падтаквае думкам, у зарасцях човен, бялюткі як сон. Ледзь трэцюю варту часіна мінула, заблымала ў небе, што з ясным святлом. Дзякуй вялікі. Вялікі верх. Ну ён малы, наступны будзе больше, але наступны апошні, таму можаце выдыхаць спакойна. Маленькая преамбула да наступнага верша, гэта вытрымка з Евангелія ад Лукі, словы Хрыста, на што падобна Царства Божие і да чаго прыпадобне яго. І наступны верш ён якраз і прысвячаецца Царству Божаму. Ці то яно на зямлі, тут, між нас, ці то яно недзе там, на небе. Чуць працую, упораўшыся цяжкай, раллю лішыўшы плоднасці чакаць, спякотай злой быў гнаны я дачасна да хованкі, дзе голову меў схаваць. Самотным крыжам на пагорку жоўтым, навокала ні дрэўца, ні хмызняк, не ўзрасталі пад прыпарным промнем, нябёс скляпенні падпіраў каржак. Пад яго шаты, угледзеўшы цень швыдка, ратуючыся ад спёкі, я пагнаў і Богу ўзнёс удзячную малітву, калі на голову збаўчы цень апаў. Смарыла стома, пруткае карэнне ў абдойму цела мякка прыняло, тяшчуўся ў глебу, кінутым насеннем. Зямнога ўвысь надмернае расло. Дзе парастак свавольны браў пачатак, як шапкай не круці, было няўцям. Сцяблом тугім, як ветра земнапятым застрашаны, я ўкрыцца спрабаваў, а вокала пахвалі бегла хваля. Вятрыска расцюгляны сек абшар. У вокамгнення страшною навалай палеткі змёў падступны люцыпар і цяглася б так пэўна аж да скону. Не выпадала іншага чакаць, як раптам штосьці плыт, ці, мабыць, човен наводдаль замаячыла няўзнак і да мяне памкнула шпаркім ходам. Я ў хвалях запынуцца быў гатоў, калі мяне аж у той самы момант, якая сіла разлучыла з дном. Няпэўнымі нагамі грунт найшоўшы, паветра прагнуў, цягуючы зноў. Адплюшчыў я з пярэпалахам вочы і долу звёў, уражаны святлом. Агнём пяклі на вейках солі слёзы, хісталася і танула ў смузе душы пастаць. Яе благаў скруся, на што было насланне тое мне? Ці жыўшча, як мне свет другі адкрыты, ці мо за брамам піва маю піць? Жывы, уважыла адказам сціплым, мяне дачка за воблачных зарніц. Ты заблукаў бяздольна ў марнатраўстве, дарэмна пустазеллю даўшы рост. Не ўгледзеў крапівы, апёкшы пальцы, ды церні замест збожжа зжаў з него. Суда свайго баішся справядліва, ды не прастое пушчам ты ў этэр. Каб атрымаць належнае правінам, нагода сыне іншая цяпер. Дзіцячай прагай цень убачыць царства ўсявышняга спагады ты дастаў. Як вось, насланнік бур, хрыстапрадаўца, скрышыць хацеў твой шлях да светлых мар. Шчэ адну змогу, з велікшым заўжды лікам, спраўляць над духам цемры мусіць князь. Устань, разваж, скарб пад двяры свой сціплы. Пачэсна маеш царства сустракаць. Той голас, чым далей, ставаў глушэйшы. Прастора убіралася ў туман. Я ўслед ушчаў гукаць, занушы сэрцам, хіба ж мяне прывіць не шукаў. Залопаў крыллем голуб з верхавіны. І сон прагнаў трывожны вадначас. Дрымотны поўдзень, куст шасцеў гарчычны, і ўжо ён вёў па-новаму расказ. Вялікі дзякуй. Это уже некая мини-поэма, я бы сказал. Наступны будзе выступаць Уладзімір Гунцевіч. Таксама паэт з Мар'інай Горкі. Ну, вы яго ведаеце, і я, напрыклад, яго вершы вельмі люблю. І падаецца мне, што яны цудоўныя. Па-перше, мне хочется павіншаваць усіх настаўнікаў, якія тут ёсць, да, з гэтым святам. Нялёгкая іх праца.
що можна і в кінці зробити було, а не підсумую зараз. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ну, и смотрите, и буду читать свои верши. И ведаете что? Вот у нас вот этот руховик, это гандлю, реклама. И она мне была так уже, она докучила, и эта реклама. Бывает, здравствуйте, и такие смешные выходки. Вот некогда, например, у Полонта реклама. Вот, додому прийдеш, на телевізорі, там на тірах всюди, по всьому городу всюди ця реклама. І на Громадській прибиральні ця реклама. Тут хочеш туди ховче тягне, а тут ця реклама, а тут іначе вже не хоче. Зараз несколько роликів я і озвучу. І лже реклама адмисловая, у тим упевнився бідак. Отстиралась одежда, ніби новая, а сумление а ніяк. Модною за рекламой стала, думала, здивлю народ. Да вязковцы запрошались, замест пудила у город. Немовлятка спить и мало, и сухие бачать сны. Посприяла им реклама, спять, подгузников яны. Мог купить себе квартиру, телевизор, летище, авто. Мог. А я без меры гуляю в розные лото. Мужа я своего люблю. Все у нас есть по закону пьянки. Я его терплю. За терпение суп з ралтону. Конте я себе купила, 7 мужов приворожила. Немовлятку, вот уже, конте есть, нема мужов. У Садасах, у раї живуть, водя в лапці мужика обули. У Садасах вам не подадуть горелки, сало, да цибули. Опронула новая одежда. И глядишь, фиг я себе достала. Молока у коров не стало меньше, а лишь и больше его не стало. Повсюду реклама, тешить вока. И то дарма, что-то дарма. Рекламу маем мы на кожним кроку. Чамусті, на коровнику. Нема. Не потребен лимузин, от Кардена блуза. Лепш куплю себе мизин, не отъемся хоть от пуза. Сегодня мне нема куды спешать. День же, выходные уже одно. Мода ресторации податься, на выставу, танцы, чи в кино. Обещал давно проведать маму на канапу и читать рекламу. Одной не приду я, да я е. И кто, скажите, дай нам веры, что хор анёлов более не спяе, не вызвал лото, я на квартире. У меня есть банк хороший, и у меня позиция своя. Позичаю его гроши, потім, как отдать вдвоя. З реклами я завжди на ти. На зуб з тобою я рекламу. Упевнюся, ніякої смакоти. У їжі для котов і для собак. Так само. Усім здоров'я, довга віка, і для нас дасть божество. А, і ще в 80-м году вийшла поэма. Як вот у меня три особенности ночи. Один для Натальи Валентиновны, а еще два некоторых раздать. Ну, ви самі рашите тоді, добре? А давайте, вырашим так. Давайте приведем в конце викторину, хто би уважливий про таку інформацію добре знайшли, хто отримає подарунок. Дякую.
А яшчэ ведаеце, у нас жа падарункі традыцыйныя. Вы ведаеце, якія для ўсіх выступоўцаў? Коли традиционные, то Журавіны. І я забыла іх даць всем, хто ўжо выступіў. Так што можете іх получыць вось тут. Вот. А Владимиру зараз дам я. Сябры, до нас сегодня приехала Алена Коровченко, историк, якая написала книжку про игуменскую шляхту в Сибири. Особисто я вельми чекала. И тут вот у Фейсбуку доведываюся я от своего сябра Дмитра Дрозда, что написали книжку про сутинскую шляхту. Я не знала, что она про сутинскую шляхту, просто там были написаны прозвища. Я так читаю прозвища, все наши прозвища сутинские. Татуры, Верниковские, Корзюки, Шкиндеры. И я ей пишу, что а чему же это все наши прозвища сутинские? А оказывается, я знайшла у интернете сайт наш, где был спис сутинской шляхты высланной, который я нашла у архиве историчном. Вот. Это было у книжцы «Талька и Новоколье» в 2004 году еще. Вот. А Лена уже с сайта взяла. И там много было всяких таких згадок и пытаний. Вот, например, мы здесь ходили до Тафили Верниковской, и она в этом списе знайшла сям'ю своего деда Адама Татура, який був висланий. Корзюк Ян Викторович рассказал нам историю про некого Верниковского, он так и говорил, некий Верниковский, имя там не было, который приехал с Сибири и, значит, шукал золото повстанцев, якое быццам бы яны закопали на Шандроновой поляне за Сутином на Тичи. Значит, треба было копать землю для дуба на усход там 10 метров. И вот он взял хлопцев сутинских и пошли они шукать скарб. Невядомо, ці нашли гэты скарб яны, але докладно он ведал такі факт, что гэты Верниковский узял дзяўчыну сабе Анчу Шкіндаранку и повез у тую Сибирь. И вот у них народилось 10 детей. И все, история на этом заканчивается. А что было далее? И оказывается, Алена эту историю продолжила. Она нашла эту семью. Можете себе уявить? Вот. Яна-то вельми, поглядите, какая книга. Карацей, яна сама больше расскажет. Но это вот просто, чему для меня это было вельми цікаво. Ну, наверное, надо как-то рассказать, что я не историк и не активист. Да? Да. А кто? Я по образованию биолог. Выдатно. И преподавала в школе биологию. Так. А потом стала интересоваться своими предками Верниковскими. Ага. И стала с 2005 года ходить в архив уже, в национальный исторический. Так. Ну, потом, как с этого архива начала уже на другие архивы, я переключилась, конечно. Но это был первый такой мой поход. Сильно я волновалась, что я там найду. Вообще первый поход в архив оказался такой, что готовишься, думаешь, ой, я сейчас как приду, я же столько лет собиралась, я же уже подготовленная, начиталась, я интернета, как, что. И вот первую метрическую книжку принесли, я с таким восторгом открываю и ничего прочитать не могу. То есть вообще ничего, я не понимаю, ни этот почерк не понимаю, там же с ятями вот это писалось, там настолько все сложно. Я сижу, такое разочарование, наверное, самое большое в жизни, что ты так настраивалась. Вот мне казалось, что самое главное дойти до архива. А там уже как пойдет, как пойдет. Это только первый этап. Это только первый этап, да. Потом начинается изучение этих, как потом переключишься на костельные книжки. Они же все по-польски написаны. Ходила я в школу польского языка, что-то читать. И так все дальше. Короче, за столько лет уже так нормально. Но не историк, не архивист совершенно. Работаю я редактором на телевидении, поэтому моя вот это просто хобби мое, такое увлечение. Благодаря бабушке
всем этим рассказам, что жестянковые шляхты, ну так пошло. Ну вот почти все, кто начинает своими предками интересоваться, почти всех потом куда-то уводит тема какая-то. Кто-то начинает интересоваться репрессированными, вот предок репрессированный начинает, кто-то каким-то краеведением занимается, ну то есть у кого какой интерес. А у меня интерес был сразу написать книжку чисто про своих Верниковских. И потом уже Михайловские подключились, Тамковичи подключились. Вот кого находила, у меня там, наверное, уже порядка 30 фамилий этих шляхетных. И все это мои предки. Все предки для своих детей я нашла уже больше 400 прямых предков. И по некоторым веткам там 12 колен, в общем, по всем, там, по мужу предки Коровченко, вот я ж Лена Коровченко. Мне даже запрещали, несколько раз не выдавали шляхетные дела эти в нашем архиве. Там директор был старый, и там было так на деле, пишешь такое требование, прошу выдать дела. На каждое шляхетное это дело надо было отдельное требование писать, даже не так, как 5 обычных дел, а каждое дело одно требование. И там было написано мне отказ и причина отказа. Фамилия Коровченко в списке игуменской шляхты не значится. Ну, ясно, думаю, приплыли. Опять пишу заявление, почему мне надо эти Верниковские, почему я ими занимаюсь. Ну, то есть, вообще вся эта работа, ужасная, тяжелая работа, не потому, что даже прочитать, а как бы это дело получить, как бы это дело хотя бы в руки, чтобы попало. Уніянська церква після повстання Костюча Кальновського вона перетворилася у православну, а була уніянська. Був костел, фундатором був Юзеф Бака. І він навіть після повстання, він не зачинявся, ну да, він запустив, але його не зачиняли. Його в 1937 році апошнего ксянза, там, я забыл человека его прозвище, имя, его забили, расстреляли там, и как не отрадили костел, на его место поставили Блонскую школу. Вот такая жахливая история. Скажите, Так, чи Хазимша, есть я у вас набуду у вас. питання, Даня? Да, есть питання? В кулуарах. Кулуара, да? Значит, можно вот книгу эту набыть. Ну, кто у нас далее будет выступать? У нас еще не все выступили по одному разу. Поэтому Змитер просит песню спеть именно на эту тему. Послушаем Дмитра песню про повстание. Да? Ні, пісні акуратні про повстання, про повстання у мене є, безумовно, пісні, але так отрималося, я просто коли читав допис Наталі на конт того, що буде виступ про книгу, презентація, скажімо так, этой книги, я написав такий коментар, а в мене акурат пісні написала, ще пісня з Сибіри, про повстанців, ну наших повстанців, які 19 століття. Так, писалася як стилізація, як отрималася, я не ведаю. Чи стилізація, чи не стилізація, тому що я сам здивився, що... Где айшины, вольность золотая на чужине, у таежном крае тут вихуры снежные над нами, на хаутуры звонят кайданами. Тут вихуры звонят кайданами, тут скончення каторжных этапов у здранцвенні, каторжных бараков тут каплачу, про дятей, про маток не пробачить, унтерприганяти не пробачить, унтерприганяти. Полоненый, братья, стисни губы, понад днем нам рейвяде за губа, за москалем, за разбором шляхты, скрозь поустали, шибенецов машты, скрозь поустали, шибенецов машты. Позраклася нашей справы удача продалася у бои горячим орлянятам, подпаливши крылы Литву катам,
нас пожил позбыла, ледовуга там нас пожил позбыла. Завоеваны, край колись свободны, мов вигнанник з попіріща родних у Парижі видасть успоміни, як в'язка рижа у землю лягли ми, тут в'язка рижа у землі ляжим ми. Де ж айчини, вольность золотая на чужине у таежном крае. Тут вихуры снежные над нами, на халтуры звонят кайданами. Тут вихуры звонят над нами. Зараз слово дається Михащу Булавацькому. Господар Михащ – математик, наставник. Саме ліпше у Могилеві. І письменник, і поет, і перекладчик, і публіцист. І, напевно, не все, я ще назвала. Достатково і того, що названо. Це правда, і коли математика мене відпускає, у мене є таке хобі, я перекладаю на нашу мову вірші, які мені подобаються, з тої однієї мови заміжної, якою я володаю. Видав 2 зборники перекладів з Висоцького, перекладав інших поетів, ну і так, не вельми активно, ця справа протягивается. Я вам просто прочитаю некоторые опошних перекладов. Ну, почну з моего любимого Висоцького. Я перший термін витримати не змог. Мне год накинуть, мой другий чи третій. Ви, хлопці, напишите мне письмо. Як там житуха у вашем вольном свете? Что вы пьете там? Мы амаль не пьем. Тут зредку сонце, что не согравая. Ви напишите, хлопці, мне про все. Бо тут зусім нічого не буває. Мне вельми не хапає вас здавна. Я вспоминаю наш веселий лямонт, як там Надюха, з ким тепер яна. Одна, тады хай пише мне так само. Страшнее йому буде тільки страшний суд. Ваш лист мне стане животворною ниттю. Його мне, мабуть, і не віддадуть. Але все равно, хлопці, напишите. Будем лечить, что это заклик от Олеся Юркойте. Пишите ему так само. Есть еще такие бард с давних часов, коли Висоцький, Акуджава, Галич и іншие спевали. Юлий Ким. Он, может, не такий знакомитый, як і те, що я назвав. Человеку уже близко 90, живее ще, спевая, выступая на концертах. Правда, несколько год назад он выступал на Барт-Рибалці, есть такий фест под Могилевом. На сцену його підняли, під руки, посадили, але гітара гучить добре і голос у його ще звонкий. Він пропів цікаву пісню про свій узрост. Ну, мені сподобалося переклав. Хотілося б спіти, але, от, до речі, тут мені подобається ось демократична атмосфера, яка тут на цій полянці гучить. Тут можуть співати і ті, хто вміє, і ті, хто не вміє, а ті, хто не вміє, не вельми люблять співати. І... Я можу пізніше що-нибудь одно спою, але ладно, вот это проговорю. Мы патріархи, нас кожний шле по адресу. Мы недомерки, мы перестарки, что бачно и без анамнезу. Гуляють весело чувихи з якимсь там малойчиком, а у нас каменье гуляє тихо по наших мочаточниках. У вас погамы зимой и летом,
и детки в Штатах маются, а нам добраться до туалета, а там як отрымается. Уже и зубов давно не 20, уже и нога волочится, и неяк соромно признаться, что помирать не хочется. Юлий Ким. Ну, а з сучасних, ну, мабуть, самый знакомитый Андрей Макаревич. Он неколи написал песню «Битва с дураками». Песня, до речі, оказалася неудалая, и, мабуть, он сам признал, что она неудалая, и он написал «Битва с дураками 2». А вот это уже больше удалое, и я захотел ее перекласть. Со скрипом годинник крутнется назад, и стрелочка стала. Вы 70 год им вылизывали зад, вам гэтага мало. Свободны ў памкненнях вялікі народ, что вельмі прыемна. Капнули свободы, глядишь ты, не мед. Сказали, даремно, навошта нам перціся праз буралом, дзе пні ды карагі, мы смирненько ў стойло свое попридем под красные флаги. Не трэба небаченых гор и лилей, не тая охвота. Нашмат нам спокойней и неяк милей глухое болото. Поверим изноў добрыні сволочей, и пастка готова. И выберем катов себе як хутчей, нам тое не ново. Однимем, поделим, покормятся все, наполним корыто. Под куполом храма змайструем бассейн, теперь только крыты. Не трэба нас кликать, край Бог да огню, ды на баррикады. Уже я нікога, ні ў чым не виню, ні водного гада. Не пью валидол, не бегу на вокзал. С душой штосьці стало. Я просто со скрухой самоты спознал, накольки нас мало. Раз 20 годов я со скрухой спознал, накольки нас мало. Макаревич, треба сказать, что сапраўды в России людей таких поглядов сапраўды мало. У нас и так само мало, але калі поглядеть по процентным складе, то у нас все ж таки больше. Читаю «Народную волю». Есть там колонка Олеся Няўвеся. Кто читает, то... Ну, мне вельмі подобаются его коротенькие. Я вот пару коротеньких зачитаю. Просто это як бы так пришлось. Я могу засведчить урочисто, что жыццё мужчины был в романе. Жить с чужою жонкою – злочинство. Жить с уласной жонкой – покаранне. Олесь Няўвесь. Нябёсы, рай, спокой вячисты. К тебе все вышни атеисты. И много, целая гурма. Скажи им, что меня нема. А мне вот это особливо подобается. Кутузов найперш не силу, а мудрую мел голову. Как выратовать Россию, потребно спалить Москву. У Могилеве выдаецца альманах Брама. Вот у меня в руках апошні выпуск. Я з гэтага выпуска зачитаю одно присвячение наставнику. Вы такого присвячения яшчэ не читали и не чули. Сергей Украенко. Эпиграф «Убачить Париж и померти». Я сустрэў наставника, живы, а старейший за мою матулю. Да живи, Иванович, живи, хоть яшчэ паўстолькі, мне то хули. Ты цягаеш непадъёмны крыж, выкляты калісь вучнёўскім плачам, і дасюль не ўбачыш свой Париж, яшчэ, відаць, не сёння ўбачыш. Хутка зноў зацягнуць журавы роста нетужлівыя куплеты. Ты живи, Иванович, живи. Многое тебе, паскуда, леты. Мне припоминается, что год, як вучил ты нас с айцовской лаской, не шпачок, а скворушка у рот. И указкой по плечах, указкой. Кольки с деток выпито крови.
хай тебе за гэта Бог даруе. Ты жыві, Іванович, жыві. Ну, а здохнеш, то мы пахваруем. У вас огульная статьяность. Не, это Сергей Краенко. Про наставника, что самогонку помнит. Ну, как закончить не на такой ноте, тады больше чем закончил. У Советском Союзе здымаліся даволі цікавыя фильмы, и вот один из самых лепших советских фильмов «Мимино». Там есть песня, помните, «Чита, Грита, Чита, Маргарита». У песні той співається про нейкую маленькую птичку, якая мае свой дом, якая може вылететь далеко, але вертаецца ў свой дом, якая любіць свой дом і ўсё такое. Ну, ўсё адпаведна таму, што адбывалася ў фільме, калі чалавек зляцеў з роднага, з радзімы. Мне хацелася гэтую песню перакласці, ну, натуральна, што мне трэба было нейкі падрадкоўнік, хаця б рускі. А до речі, оказалося, що і на русскую мову доволі тяжко оказалося перекласти. І переклада не знайшов, але знайшов нейке, ну, відповідно від цієї пісні, там зроблено Петром Грузинським і Авіданом. І я вже відповідно тому зробив своє перестворення. Вот і поспробуємо, може, нечто поспівати. А Чита, Грита, вы потом у меня будете разом подтягивать. Вот. Почну по-грузински. Мерамем герепс, удзилозеца, замба хивели, тумель хисмгери, ту севдиоп, маицам гери, мерамем герепс, ворода без сутква, какачос пери, челесел гора, туда матлес, ходами смгири, Чита, Грита, Чита, Маргарита, да. Чита, Грита, Чита, Маргарита, да. Милая земля, чует смуток твой, ясени березы, песню я твою в сердце сберегу, смех твой и слезы, радость и журбу, песней сустракав, зиму и лето, хай летять годы, песней назавжди, серце согрето, Чита, Грита, Чита, Маргарита, да, еще раз. Чита, Грита, Чита, Маргарита, да. Любая земля, даденная мне, у спадщину Богом, я пеял тебе, коли был детем, и над порогом, так не вечный я, і в моє окно стукає старость, але інший хтось зачарує знов пісней і марай. Чита, Грита, Чита, Маргарита, да. Чита, Грита, Чита, Маргарита, да. Гомонет трави, гуках ручая, мружу повеки, у шумах лясов. Песня прогучить сёння й навеки. Ось я чую знов, заспевал жаурук з далі небесной. І скажу сябры, коли я помру, то з гэтай песней Чита, Грита, Чита, Маргарита, да. Чита, Грита, Чита, Маргарита, да. Кто-нибудь, може, возьме і проспеве лепш за мяне. Хай будуть ведати, що такий текст є. Я грузинский дебют тут сегодня был. По грузинскому никто еще не спевал. Дякую за увагу.